Нет, он на чаепитии не был. На чаепитии ГДЛ 16 только был Табиев. Лужков только приезжал, вот я говорю, 9 раз приезжал на открытие вот этих, ну, в том числе то, что я вам рассказал. То есть он к клубу 16 он отношения не имеет. К клубу 16 только имеет Табиев. Но Табиев на всех мероприятиях, которые мы проводили, когда он уже появился, он всегда участвовал. То есть я его приглашал, и он всегда был, вот, то есть все, как он вернулся из Афганистана, и когда уже был, и когда мы с ним договаривались, что он будет, он старался на всех мероприятиях быть. И это как бы привлекало, ну, всех наших земляков, то есть, ну, пообщаться с ним, потому что, я говорю, там, у нас глыба был, но он очень уважаемый человек, и не просто уважаемый, ну, среди Татарстана он, ну, будем говорить так, ну, Шамиев – это его ученик, Усманов – его ученик. Усманов был председатель Совета Министров, а он был председатель обком партии, а Усманов был предсовмин, он под ним. Шамиев вообще был министр там мелиорации и суд. То есть, ну, он даже ниже был у Усманова, когда там начинал свою деятельность. То есть Табиев – это, будем говорить, человек, который воспитал их и поднял их на этот уровень. То есть это они его воспитанники, то есть, если так говорить. Это было типа прощание с человеком. То есть он старался немножко выглядеть очень хорошо, но состояние у него было очень плохое. И когда мы были с Рустемом, мы это все понимали, то есть это практически было прощальная наша встреча с ним, потому что он тяжело очень себя чувствовал. А мы просто были как бы с ним в окружении, вместе пили чай для того, чтобы, ну, как-то его поддержать немножко, для того, чтобы он понимал, что мы его уважаем, что мы к нему хорошо относимся, и он к нам хорошо относился, он говорил нам тоже добрые слова, и мне, и Рустему, для того, чтобы, ну, как бы вот было такое. Да, она жива, я с ней общаюсь, вот звоню, когда у нее там события какие-то бывают. Дин Мухаммед, но она, в общем-то, она ученая, она там чуть ли до сегодняшнего дня все книги пишет, иглоукалывание, все, ну, это ее как бы вот специфика. И Рустем ее поддерживает, я знаю, что он к ней тоже и каким-то событиям приезжает, подарки делает, ну, это все правильно, потому что человек, он очень уважаемый, и, ну, вот после него, если так по большому счету, это Шамиев. Он тоже он вовремя как бы ушел, но это воспитанник Табиева. Есть еще одна фраза, я не знаю, может ее тут для себя оставить. Когда мы стали восстанавливать Китай-Городскую стену, вот эту, я привез баню из Татарстана и поставил вот здесь на углу. И пригласил Лужкова. Начал как бы восстанавливать. Юрий Михайлович приехал со всем членом правительства. И вот прямо в этом углу это стояла банька такая. И там стол был. У меня фотографии есть. И мы пьем чай. Ну, я все татарские, конечно, это чак-чаки, все там поставил. Потом я Юрию Михайловичу говорю: Юрий Михайлович, вот хочу восстановить Китай-Городскую стену. Он говорит: интересно. А там у нас двор был. Я говорю: вот этот двор тоже надо закрыть, и чтобы ресторан был большой, потому что, ну, просто Китай-Городская стена не очень, ну, она хорошая, но она как это. А вот двор, который, говорю, тоже хочу закрыть, и там 2 этажа идет. Он: идем. И на салфетке мне, на сиреневой, причем сиреневую, нарисовал, как он это все видит. Но прошло время, я все это сделал. Салфетка у меня. Я говорю только: Юрий Михайлович, вы автограф оставьте. Потому что на салфетке это же одно нарисовать, а он мне оставил автограф. У меня салфетка до сих пор сохранится. Ну, прошло какое-то время, мы открыли этот ресторан. Но после открытия я звоню, в общем, открытие было опять, он был. Я звоню Митим Шариповичу, говорю: Митим Шарипович, вот у нас Юрий Михайлович был, мы тут татарский ресторан открыли на этом. Но он с Асхатом, с этим, который у него помощник был сейчас, глава администрации, МВД возглавлял, они вместе с ним, а раньше он один его сопровождал. Когда вот в 92-93, когда они приезжали, Сафаров вместе с ним был
папку носил, я его хранил. Они у меня были раз 5 или 6. Я говорю, Дмитрий Алексеевич, вот я говорю, вот открыли Китайгородскую стену, ресторан, татарская кухня. Ну, и они часто приезжают, почти каждую неделю они приезжали сюда. И они говорят, ну все, мы там через 2 дня будем. Я говорю, ну приезжайте. Ну, сели, чай пьем. Дмитрий Шарич говорит, Анатолий, Китай-Городская стена, это историческая. Ты должен ее беречь, держать. Я говорю, Дмитрий Михайлович, я говорю, ну как ее держать? Я говорю, ну только с вашей помощью. Он говорит, татары так близко к Кремлю не подходили. Я говорю, только с вами. Ну, он ее не просто так уже, но фраза была такая, татары так близко к Кремлю не подходили. Я говорю, ну, это было по-доброму сказано. Остальное, видите, как все получается, тут регулировать невозможно. Правительство России решило передать наше здание правительству Москвы. Правительство Москвы выставило на торги и прекратилось. А если бы этого не было, я думаю, что я это все сделал и восстановил. У меня же вот та же круговая башня, которая там в крайне, которой сейчас нет. У меня проект есть все же. Она выходит чуть-чуть на тротуар, на 2 метра. Но у меня же было предложение дорогу немножко на 2 метра сдвинуть туда. Вот. Ну, у меня просто проект этот был. Но сейчас видите, они остановились, где я остановился. Вот где я остановился, они вот на этом точку поставили. А вообще там еще буквально 50 метров и круговая башня. От круговой башни идешь вдоль и до Кремля. Так как я в 1989 году был уже здесь, и на все совещания, он говорил, во вторник проводил Никольский, первый заместитель Лужкова, а в четверг Юрий Михайлович проводил совещание по продовольственному обеспечению Москвы. Но я был на этих совещаниях, потому что все ресурсы проходили через наш главпроторг. И поэтому я на всех этих совещаниях был. И когда Юрий Михайлович побывал у нас здесь, в этом домике, вот, и я звонил Митим Шариповичу, говорю, Митим Шарипович, у меня же, все-таки я его зам был, мне звонить ему не было проблем. Я его тоже информирую, что я все-таки в Москве здесь нахожусь. Вот, я говорю, был Юрий Михайлович. Вот, даже вот когда мы вот после этого чай пили, когда татары так близко не подходили, он говорит, нам как бы с Москвой там надо бы. Я говорю, если вы даете добро, я выйду. Я выхожу на Никольского, прямо на следующий день. Вот сегодня мы чай пили, выхожу на Никольского, Борис Васильевич, вот я говорю, есть предложение такое от Митима Шариповича, как бы повстречаться с Юрием Михайловичем, и как бы между Татарстаном и Москвой какие-то там заключить отношения. Он тут же зашел к Юрию Михайловичу и мне через час звонит. Говорит, Анатолий Ильич, нет вопросов, Юрий Михайлович готов к встрече. Я тут же звоню Митиму Шариповичу, я говорю, Митим Шарипович, Лужков готов с вами встретиться. Он говорит, мы через 2 дня будем, куда-то мне. Я говорю, хорошо, я тогда сейчас звоню Никольскому. Говорю, вот, условно, в среду Митим Шарипович здесь будет, надо тогда время сказать, когда там Юрий Михайлович примет и все. Но он тут же зашел и говорит, да, вот в 14 часов в среду, допустим, мы готовы его принять, Митим Шарипович. Митим Шарипович приезжает с Лимаевым, это Нижнекамск, а Лимаев был уже министром, а Юрий Михайлович институт, который возглавлял, он был в химической промышленности, то есть он под Лимаевым работал какое-то время. Поэтому Лимаев был советник уже у Шамиева. То есть он его берет, посла берет, еще кого-то 4-го. Я был 5-м. В 13:30 мы приходим в мэрию, Никольский нас встречает, Митим Шарипович так меня обнимает, говорит, это наш воспитанник. А Никольский ему говорит, а это мой друг. Митим Шарипович, знаете, такого ожидать, что вот первый заместитель мэра говорит, а это мой друг. У меня такой, а он высокий такой, он мне говорит, а это мой друг.
Ну и все, вот это была первая встреча. И потом идем уже в 14 часов переговоры к Лужкову. Значит, нас 5 человек, и он тоже там еще, ну, Никольский, он и еще, по-моему, двое кто-то там был. И начали вот этот переговор. Договорились по нефтянке, потому что потом, после этого наш Татарстан сюда начал уже. Второе, проговорили по культурной массе и по торговле. Ну, по торговле вроде как бы я там, ну, я понимал, но я там тоже потом магазин создавал и все, но это было не столько важно. Было главное культурные отношения, и первое это нефтяные. И вот после этого здесь появился, что наш Татарстан появился на этом заводе, и вот эти бензовозы, все. То есть вот эти три вопроса как бы вот обсудились. Так что я вот оказался как бы посредник, не то что посредник, ну как бы вот соединил вот эти два. Несмотря на то, что я, в общем-то, никакого интереса для меня ничего не было, но мне было, конечно, очень приятно, что вот два таких руководителя после этого соединились. А потом уже, когда вот в Севастополе, я с Юрием Михайловичем, в Севастополе ведь что получилось? Юрий Михайлович корабли восстанавливал, а Митим Шарипович туда организовал дистопливо. И опять все сложилось. То есть как бы вот потихонечку. А потом они уже вошли в эту партию. Но партию вошли не тогда, когда я ее создавал, через год или через два. То есть и Шойгу там все. То есть они уже пришли на живую партию, когда вся Россия уже этим загорелась. С Калининградом, как Шамиева, я тоже связала Калининград, сейчас тоже между собой договор имеет. Митим Шарипович мне при одной встрече говорит: слушай, у тебя там губернатор новый появился, Егоров, а он адмирал флота. Говорит, такой царского, а он действительно красивый, у него седые волосы, все. Он говорит, царского происхождения какого-то такого. Я, говорю, даже не знаю, о чем с ним говорить. Они встречают Совет Федерации. Я говорю, Митим Шарипович, у меня с ним хорошие уже сложились отношения с этим губернатором. Я говорю, Митим Шарипович, а что нужно? Да я, говорит, не знаю даже, о чем с ним говорить. Он говорит, ну вот как царский чиновник, я, говорит, не знаю, о чем с ним говорить. Я приезжаю в Калининград, прихожу к Егору, говорю, слушай, я говорю, Владимир, я говорю, Митим Шарипович не знает, с чего начать с вами разговор. Он говорит, а я сам не знаю, он же глыба. То есть они как бы два человека, значит, тот не знает, как к нему подойти, а это уже глыба, я же, говорит, к нему не могу подойти, но он великий человек. Я говорю, давайте познакомим. Нет вопросов. Я звоню Митиму Шариповичу. Митим Шарипович, он ждет вашей встречи. Он говорит, все. И в следующем заседании они уже все встретились, и все. Потом была первая делегация Татарстана. Минихан был премьер. Я уже встретил его в Калининграде. Они прилетели, он глаза вылупил, говорит, ты опять здесь? Я говорю, ну что ж ты, я же с Егором вместе встречаюсь. А потом уже делегация поехала в Калининград, Шамиев там встречал, я тоже там был. То есть вот треугольник так замкнулся. Так что Калининград и Татарстан, я тоже участвовал в этом сводном вопросе.